Наверное, каждый любитель театрального искусства мечтал хоть раз заглянуть за кулисы и попасть в этот загадочный мир, который в обычное время скрыт от глаз зрителя. Создатели выставки «Сценический образ детали», которая открылась в Чувашском национальном музее, решили немного приоткрыть завесу тайны и показать посетителям костюмы и аксессуары для различных постановок, актерскую грим-уборную, а также эскизы декораций к спектаклям, которые уже давно полюбились чебоксарской публике. На нашей выставке представлены костюмы, исторические костюмы, начиная с эпохи Средневековья вплоть до начала 20 века. То есть можно проследить эволюцию развития исторического костюма. Притом костюмы, которые были предоставлены нам театрально-декорационным отделением Чебоксарского художественного училища, а также, конечно же, самими театрами. И здесь можно видеть еще эскизы костюмов, эскизы декораций к различным спектаклям. То есть эта выставка, она одновременно и показывает репертуар театров Чувашии. То есть всех основных театров. Это Чувашского государственного академического драматического театра имени Константина Васильевича Иванова, Государственного русского драматического театра, Чувашского государственного театра оперы и балета, Чувашского государственного театра кукол и Чувашского государственного театра юных зрителей имени Михаила Сеспеля. В театре не бывает мелочей, говорит главный художник Чувашского государственного театра оперы и балета Валентин Федоров. А работа над костюмом каждого персонажа или декорации – это долгий и кропотливый труд. Ведь все должно быть подчинено одной общей цели – перенести зрителя в ту или иную эпоху и заставить сопереживать тому, что происходит на сцене. В театре нет деталей. Говорят, что театр начинается с вешалки, но он начинается с очень многих неважных вещей. Каждая деталь важна. А уж если говорить про костюм, про декорацию, то есть про то, что составляет спектакль, то никто, вот скажем, артист Н выходит на сцену, и никто не догадается, что он князь Борис, если он не оденет костюма. Понимаете? А если будет костюм, но не будет на нем головного убора, перчаток, или, я не знаю, в данном случае не на Борисе перчатки, но аксессуаров, то образ пострадает. Поэтому каждая деталь важна. Для актрисы Русского драматического театра Ларисы Родик все то, что представлено на выставке, очень близко и знакомо. Костюм – один из важных элементов перевоплощения, рассказывает Лариса Владимировна. В нем и чувствуешь, и ведешь себя абсолютно по-иному. Хочу сказать о том, что то, что видит зритель издалека, понимаете, и совсем это может не совпадать с тем, что на самом деле, потому что в старые добрые времена, когда все делалось своими руками, мастера создавали вот эту красоту, жемчуг, бисер и так далее, они создавали это все из простейших вещей. Я держала в руках такие костюмы шикарные, думала на самом деле, что это драгоценные камни, а на самом деле оказалось, что это был рис, это было пшено крашеное. Вот это старые мастера, старая школа. Сейчас, конечно, время другое. Сейчас все это можно, и всю эту имитацию можно купить. Но мне дорог старый театр. Еще одним важным партнером проекта стало Чебоксарское художественное училище. Дипломные работы студентов заняли особое место в экспозиции. Кроме того, создатели выставки решили преподнести гостям еще один небольшой сюрприз. На выставке действует интерактивная зона. Я тоже не смогла удержаться и примерила себя один из театральных костюмов. Ну а таинственный мир закулисья всегда манил и будет манить зрителя. Елена Яковлева, Антон Небытов. Жизнь в столице.